Dat ding, goes over Delia Toma, Nambelinga Sanolia, Kungam Samyaki, Sumjusha. Итак, прежде всего я хочу вас всех тепло поприветствовать. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Уже прошло 2 года с тех пор, как мы, мы проводили эти учения, летние учения Марнок. И в этом году, наконец, мы можем возобновить эти учения. Главной темой учения Марнок — это истоки тайной мантры, то есть история тайной мантры. И когда мы говорим об истории тайной мантры, об истоках тайной мантры, то это то название, которое мы дали этим учениям. И на самом деле эти учения посвящены полной истории буддизма, всех колесниц буддизма, колесницы основы, колесницы Махаяны, Великой колесницы и Ваджарной колесницы. И, и для нас очень важно знать об истории как об колеснице основы, так и о Великой колеснице и колеснице тайной мантры. Почему? Поскольку если мы считаем себя буддистами, мы должны знать историю традиции, которой мы следуем. И очень важно изучать истоки этой традиции. В Тибете есть поговорка, которая гласит: тот человек, который не знает своей традиции, похож на обезьяну в лесу. Тот, кто не знает истории своей семьи, похож на подделку бирюзового дракона. А тот, кто не знает о великих деяниях своих предков, похож на потерянного ребенка из землемен. В особенности, когда речь идет о жизни Будды, очень важно понять, кем был Будда. Если мы не знаем историю Будды, то мы и не сможем понять, кем Будда был на самом деле. И именно поэтому нам следует изучать жизнеописание Будды, чтобы понять, а кем же он был на самом деле. Если мы просто перечисляем, что были такие и такие великие соборы, такие школы и так далее, ведь мы не сможем, лишь основываясь на этом, понять историю буддизма. Мы не сможем, к примеру, различить а, колесницу основы от великой колесницы. А если мы не понимаем, как Махаяна основывается, как она опирается на эту колесницу основы, мы не сможем понять суть учения Махаяны, мы не сможем понять ее связь с, с учениями основы. И для того, чтобы понять все это, нам прежде всего следует понять, кем был Будда, чему учил Будда. И лишь основываясь на этом, мы сможем понять, чем является тайная мантра, откуда она произошла, на что она опирается. Без этого мы не сможем понять особые характеристики Ваджраяны, колесницы тайной мантры. В тантре Союза Солнца и Луны говорится: если история не объясняется в деталях, тогда возникает риск не поверить в великие тайные учения. Это в особенности верно сейчас, и когда мы не уделяем достаточно внимания истории. А если мы не знаем истории, тогда мы можем с недоверием относиться к учениям тайной мантры Ваджраяны. И именно поэтому
Чтобы избежать этой ошибки, нам необходимо следовать традиции, изучать историю. Наши дни называют веком информации, и сейчас это представляет дополнительную сложность. Почему? Потому что мы тонем в океане различной информации внутреннего и внешнего плана, и все это очень легко доступно. И поэтому, кроме традиционных объяснений, традиционной истории, нам также следует понимать современный способ мышления, современные подходы к изложению истории. Это совершенно необходимо. Если мы не знаем, как все организовано в наши дни, если мы не знаем о современных тенденциях исследования, тогда нас могут считать отсталыми и такими, кто имеет закрытый ум. И это, скорее всего, будет верно. Именно поэтому следует изучать как традиционные подходы, так и современные подходы к истории. Сегодня в тибетском обществе все больше и больше людей, которым нравятся новые идеологии, они приветствуют новые идеи. И, с одной стороны, это хорошо, поскольку это свидетельствует о том, что мы следуем по пути прогресса. Однако многие из этих людей, которые предпочитают современные идеи, современный способ мышления, похоже, что им свойственны очень э, категоричные мнения. И несмотря на то, что они имеют такие очень категоричные мнения, они не посвящают свою энергию и время тому, чтобы исследовать те вопросы, по которым они высказывают такие мнения во всех деталях. А также они не посвящают себя такому исследованию с беспристрастностью. Они не опираются на исторические факты, и они не обращают внимания на методологию современного исследования. В особенности сейчас, когда тибетская этничность, культура и язык встречаются с большим количеством внутренних и внешних препятствий, нам необходимо ценить и сохранять свою традиционную культуру и язык, и делать это чистым образом. Нам не нужно считать свою культуру мусором, который мы просто отбрасываем, выбрасываем. Таким образом, мы разрушим свою культуру. И если мы будем поступать так, это будет похоже, как будто бы мы уничтожаем тибетский народ с этой планеты. И в результате мы можем оказаться среди людей, которые приложили усилия к разрушению тибетской нации. И это очень большая опасность. Мы можем таким образом стать предателями, предателями своей собственной культуры. И поэтому нам следует помнить об этом. Нам нужно считать традиционные подходы, традиционные методы очень ценными. Нам следует ценить их и прилагать к этому больше усилий, чем в прошлом. И кроме этого, также нам следует прилагать усилия изучения современных исследований. Современный способ, способ изучения древних текстов, изучения истории, исторических фактов. И можно считать это
новым способом изучения, и нам следует обращать на эти новые методы внимание. И, и на этом давайте перейдем к основной теме наших учений. И прежде всего нам следует вспомнить, чем мы вообще занимались во время прошлых летних учений. Первый год учений в 2021 году мы обсуждали историю древнеиндийской философии. И мы, в частности, изучали ведический период, и мы изучали брахманические традиции. После этого мы рассмотрели историю жизни Будды Шакьямуни, включая историю его рождения, просветления, оборота колеса Дharмы и ухода в паре Нирвану. Затем во второй год учения, в 2022 году, мы обсуждали о том, что произошло после пари Нирваны Будды. И тогда мы вкратце рассмотрели тему основания Сангхи, как изначальное сообщество Сангхи было сформировано, как возникли правила поведения для монахов и монахинь, и как возникли первые монастыри, как произошел этот процесс, как от того, как из бродячего сообщества монахини перешли а, к жизни в монастырях. После этого мы с вами обсудили первый буддийский совет. И мы говорили о том, что после паринирваны Будды Махакашьяпа собрал 500 архатов, 500 учеников Будды, обладающих реализацией, для того, чтобы собрать все учения Будды воедино. И также мы говорили о связи Махакашьяпа и Ананды. И я слышал, что многие люди очень впечатлили эта часть учения. И это именно то, о чем мы говорили на протяжении первых 2 лет учения. В прошлом году у нас не было возможности провести летние учения, и поэтому прошло почти 2 года с того времени, когда мы могли обсуждать эти темы. И в этом году у нас 3-й год проведения учений истоков тайной мантры. И я хочу показать вам диаграмму, которая рассказывает о темах, которые мы излагаем на протяжении этих учений. Итак, это структурное содержание. Всего в нем 3 темы. И первая из тем — это ранний буддизм. И в этой теме у нас 7 подтем. Это ранний буддизм, его даты. И это, это, эта тема, в свою очередь, разделяется на то, как была сформирована санга, виная и монастыри, как прошел
первый собор и описание раннего буддизма. И затем следующая тема — это буддизм после паринирваны. После этого пятая тема — это второй собор и разделение на основные школы. Шестое — это буддизм во время правления императора Ашоки и проведения третьего собора. И седьмая — это тема паринирваны. Это таким образом были названы 7 тем первой темы ранний буддизм. Вторая тема — это, или вторая часть — это период буддизма Никая, то есть период буддизма школ. Никая означает школа. И третье — это распространение Махаяны. И сегодня мы будем говорить о, о раннем буддизме. И в этой теме под нашей главной подтемой будет писание раннего буддизма. И когда мы говорим ранний буддизм, это то именно как называется, в историографии называется этот период ранний буддизм. Однако возникает вопрос, а каковы хронологические рамки этого периода? Как он измеряется хронологически? Что такое ранний буддизм? Именно об этом я хочу говорить сначала. С того момента, когда Будда основал учение буддизма, когда он начал учить буддизм развивался, распространялся, и в нем происходили различные изменения. И, это развитие проходило через определенные стадии. Первое, что нам следует понимать, что мы имеем в виду под этой первой стадией раннего буддизма или изначального буддизма. Что такое самое раннее учение буддизма? Каковы его характеристики и каковы его учения? Поскольку нам нужно со всей ясностью понять, а чем определяется, чем характеризуется этот ранний период, ранний буддизм, каковы особенности этого периода, каковы учения, характеризующие этого периода. Согласно японскому ученому по имени Мизуно Коген, ранний буддизм означает первый период распространения буддизма в Индии. То есть ранний буддизм — это самый ранний период распространения учения. То есть, после того, как Будда даровал учение, они получили свое распространение в Индии, и этот период имеет свои особенности, свои особые характеристики. И поскольку каждый из этих периодов имел свои характеристики, мы можем разделить это время на какие-то хронологические промежутки. И поскольку в каждом из этих промежутков есть свои особенности, мы можем разделить буддизм. Как мы можем его разделить? Первый период — это ранний буддизм. Второй — это период буддизма Никай, то есть буддизма
ранних школ, когда монашеская сангха разделилась сначала на две ранние школы, а затем они, в свою очередь, разделились еще на 18 школ. И после этого идет период распространения ранней Махаяны, и в Махаяне мы разделяем изначальный период Махаяны. Это период, когда учение колесницы основы и учение Махаяны сосуществовали. И они еще не совсем разделились, то есть они существовали параллельно. И после этого второй подпериод — это период поздней Махаяны. Это период, когда уже выделились как отдельные много школ Махаяны. И это похоже на то, как развивался, как происходил ранний период. То есть сначала было всего не было никаких сектарных разделений, не было никаких школ, потом возникли две первые школы, которые в свою очередь разделились на 18 школ. Точно так же развивалась и Махаяна. То есть в Махаяне можно выделить ранний период, когда еще школы философской мысли Махаяны не были сформированы, и затем уже выделились сформированные школы Махаяны, например, Мадьямаки, Йогачары и так далее. И это то, что мы называем поздней Махаяной. И если мы посмотрим на распространение буддизма таким образом, то поймем, что в каждый определенный момент, в каждый определенный период у учений были свои характеристики. И основываясь на этих характеристиках, мы можем разделять эти периоды. И именно об этом и писал японский ученый Мизуно Коген. И если мы взглянем на самый ранний период развития буддизма, это то, что также называется изначальным буддизмом. И почему мы называем его ранним, либо самым ранним, изначальным? Поскольку это период, который начинается с того момента, когда наш учитель Будда Шакьямуни основал учение буддизма и начал учить других дхарме. И этот период длится до примерно первого, второго, примерно до периода 100-200 лет после паринирваны Будды. То есть до того времени, когда, когда произошло первое разделение на буддийские школы. То есть, когда Будда ушел в паринирвану, еще примерно 100-200 лет не было никаких сформированных школ, не было разделения на школы, но затем начали возникать эти разделения, и этот ранний период как раз заканчивается тем моментом, когда возникают сформированные первые школы. И также этот период, когда возникает первой школы, он примерно соответствует времени правления императора Ашоки. Поэтому мы можем сказать, что этот ранний период — это период, начиная с дат учений, дарованных Буддой, до правления императора Ашоки. Когда же жил и правил император Ашока? Обычно считается, что Ашока родился примерно через 200 лет после паринирваны Будды. И если мы согласимся с этими датами жизни Ашоки, это будет означать, что
период раннего буддизма продлился примерно 250 лет. Однако, согласно другой традиции, так называемой северной буддистской традиции, считается, что император Ашока родился через 100 лет после паринирваны Будды. И согласно этой традиции, а, мы можем считать, что период раннего буддизма продлился примерно 150 лет. То есть длительность этого периода зависит от того, как мы датируем жизнь императора Ашоки. И поскольку мы пытаемся определить характеристики и природу раннего буддизма, нам не так уж важно, сколько продлился этот период. Продлился ли он несколько сотен лет или тысяч лет. И если нам представится возможность обсуждать более подробно даты жизни Будды, к примеру, даты паринирваны Будды, тогда мы можем также обсудить, когда жил император Ашока. 100 лет после паринирваны Будды или 200 лет после паринирваны Будды. Как бы там ни было, вкратце с того момента, когда Будда Шакьямуни основал учение буддизма и до периода разделения на ранние школы, это тот период, который мы называем периодом раннего буддизма. И мы будем говорить, каковы же характеристики этого периода, какие учения свойственны этого периода. И похоже, что этот период не такой уж сложный, он определяется своей особенностью, последовательностью. И именно этот период мы называем ранним буддизмом. И, и это то, как мы можем описать его общим образом. Однако ученые, современные ученые, разделяют этот период раннего буддизма еще на два подпериода. И в этом периоде раннего буддизма они выделяют период изначального буддизма. Это период, когда Будда Шакьямуни и его непосредственные ученики были живы и даровали учение. Это то, что мы называем основной буддизм, либо изначальный буддизм. То есть это период, когда Будда присутствовал и лично, или когда были живы, присутствовали лично его непосредственные ученики, то есть те люди, которых он учил непосредственно сам. А второй период — это период, когда Будда уже ушел в паринирвану, то есть не присутствовал в этом мире, и также уже не было не было в живых его непосредственных учеников. Это то, что называют ранним буддизмом в узком смысле. Почему? Потому что считается, что в общем смысле это период начинается с учения дарованных Будды до разделения на различные школы. Однако в более узком смысле мы можем выделить этот подпериод, когда
Будда уже не присутствовал, и не присутствовали его непосредственные ученики, их уже не было в живых, но, тем не менее, был этот промежуток времени общего учения, когда еще не возникли никакие разделения. И считается, что в этот ранний период существовала та дарма, то учение без всяких изменений, который учил Дарму, который учил Будде. То есть, когда сам Будда был жив, то, соответственно, его учения были самыми, что не есть автентичными. Почему? Потому что Будда непосредственно присутствовал и даровал эти учения. Затем же, когда Будда ушел в паринирвану, какое-то время еще были живы его непосредственные ученики, то есть те, кто получал от него учения непосредственно. И эти люди были способны поддерживать учение в той изначальной чистоте, в которой они получили его от Будды. Однако после того, когда и они ушли, их уже не было в живых, то есть уже не было в мире, не присутствовали непосредственные ученики Будды. Это именно то время, когда в буддизме начали возникать различные изменения, и похоже, что в тот период буддизм начал меняться и начал продвигаться в сторону возникновения различных школ. То есть этот период изначального буддизма начал постепенно меняться на период буддизма Никай, то есть период буддизма ранних школ. И по сравнению с этим изначальным буддизмом в период ранних школ уже произошли определенные изменения. И поскольку эти изменения имели место, мы можем выделить этот подпериод как отдельный временной промежуток и назвать его периодом раннего буддизма а, после, после смерти Будды, после паринирваны Будды. И похоже, что это соответствует историческим фактам, исторической ситуации, как все это происходило. То есть после смерти, после паринирваны Будды произошли определенные изменения. Именно поэтому мы можем выделить этот особый подпериод. И об этом говорят ученые. Когда мы пытаемся выделить какие-то определенные характеристики этого периода, то главная сложность, с которой мы сталкиваемся, это отсутствие каких-либо письменных артефактов. То есть у нас нету никаких записанных учений того периода. И поэтому нам сложно понять, а каковы учения этого раннего периода буддизма, поскольку у нас нет никаких записанных писаний, и поэтому мы не знаем, а чем отличаются эти учения, на чем они основываются. У нас нет возможности определить это. Почему? Потому что те писания, те буддийские учения, записанные буддийские учения, которые есть в нашем распоряжении сегодня, это учения, которые были записаны значительно позднее, чем ранний период. Поэтому мы не знаем, какие изменения были внесены в эти учения и как они соответствуют тем изначальным учениям. И даже если мы говорим о самых ранних письменных артефактах, самых ранних письменных источников, то это все источники периода буддизма Никаи, то есть периода существования буддийских школ. У нас нет никаких
письменных источников, которые бы соответствовали периоду до разделения Самхи на ранние школы. И, и поэтому все, на что мы можем опереться, это более поздние источники. Похоже, что после разделения Сангхи на различные школы, каждая школа начала вносить свои изменения, свои модификации в учение Будды. И поэтому нам так сложно определить, каковы характеристики этого раннего, изначального учения Будды. И, в общем, когда мы говорим о этом, о этом раннем периоде, изначальном буддизме, похоже, что первым исследователем, который посвятил себя изучению этого периода, был японский ученый по имени Хакуджу Уи. В 1926 году он опубликовал, опубликовал книгу под названием «Изначальный буддизм». И во втором томе этой книги он объяснял различия между различными периодами. Также другой японский ученый доктор Анесаки примерно в то же время, немного ранее, в 1908 году, также употреблял эти термины «изначальный буддизм» либо «фундаментальный буддизм». И третьим ученым по имени Анто Масухару также употреблял подобные термины. И кроме названных трех японских ученых, похоже, что все другие ученые этого времени не так сильно заботились какими-то подпериодами, хронологическими подпериодами, и называли этот первый период истории буддизма в общем ранним буддизмом, либо изначальным буддизмом. И, и в наше прошлое учение 2022 года мы завершили на обсуждении темы паринирваны Будды. И сейчас нам следует продолжить и посвятить себя рассмотрению первого буддийского совета, либо первого буддийского собора, как он называется, собрание. Хочу вам напомнить, что после того, как, согласно учению, после того, как Будда ушел в паринирвану, Маха Кашьяпа, который на то время был старейшиной Сангхи, он осознал, что если не собрать все учения Будды воедино, тогда существует опасность того, что эти учения будут со временем утеряны. И поэтому он задумал создание такого собрания учений буддийской дхармы, как бы в одно собрать их всех воедино. И он обсудил это с членами Санки и получил всеобщую поддержку, всеобщее одобрение. И поэтому он отправился в Раджагриху, и в Раджагрихе собрались 500 непосредственных учеников Будды, которые пытались собрать все учения Будды воедино. Именно это собрание мы называем первым собором, первым собранием, первым советом.
А на санскрите это собрание называется самгити. Самгити означает совместную рецитацию. То есть, что произошло во время этого собрания, этого совета? Они просто вместе рецитировали учение Будды, то есть читали, произносили учение Будды. Поэтому это собрание называется Самгити, первое собрание, первая всеобщая рецитация учений. И в традиционном истории это факт первого собора никак не подвергается сомнению. Это считается объективным фактом. Однако среди современных ученых есть те, кто не соглашается с этим историческим событием, считают, что на самом деле не было ничего такого, что называется первым советом, первым собором либо собранием. Однако, если мы взглянем на писания различных ранних школ, то мы увидим в них упоминание об этом первом совете. Поэтому, скорее всего, в той либо другой форме такое собрание имело место. Мы не знаем точно, как оно выглядело, как оно происходило, но похоже, что что-то такое было какое-то такое собрание. Как бы там ни было, во время того, что мы называем первым советом, первым собранием, все учения, учения Будды были собраны воедино. Обычно мы говорим о том, что учение Будды состоит из трех корзин, трех питок. Это Винная питака, Сутра питака и Абидарма питака. Однако, если мы взглянем на историю формирования учений каждой из корзин, то похоже, что Сутра и Винная питака, они были сформированы прежде всего во время этого первого совета, тогда как то, что мы называем Абидарма Питакой, Абидарма Питака была сформирована позже. Судра Питака — это то, что также называется Дарма Питакой. А, И вторая питака называется Винная питака, либо питака корзина дисциплины. Согласно традиции, говорится, что учеником, кто был ответственен за рецитацию Дармы, то есть рецитацию сутр, был Ананда, то есть Ананда — племянник, помощник Будды, тогда как тот, кто был ответственен за рецитацию Винаи, был Упали, поскольку считалось, что среди всех архатов архат Упали имел наиболее глубокое понимание Винаи. И поэтому считается, что во время первого совета собора именно две питаки, питака сутры и питака Винаи, были сформированы на основе тех учений, которые были произнесены на этом первом собрании Анандой и Упали. А Абидарма была сформирована позднее. И каким образом это происходило? Все, что учил Будда, сохранялось в памяти его учеников. Похоже, что они обладали тем, что называется памятью, которая ничего не забывала. То есть, услышав что-либо лишь один раз, они никогда не забывали этого. Это похоже на запись на магнитофоне. Все, что они слышали, было записано в их памяти.
и они обладали этой способностью к совершенной памяти. Это говорится также, что для поддержания этой способности архаты практиковали особые дарани, которые помогали им сохранять учение Дharмы в памяти. Однако изначальные ученики понимали, что не все обладают такой способностью, и поэтому была необходимость, необходимость собрать эти учения в форме того, что мы называем сутры. Что такое сутры? Это краткое изложение, изложение важных учений. И это те основные пункты, которые было легко запомнить. И сутры были сложены в стихотворные формы, то, что на санскрите называется гада. Почему? Потому что такие стихи было легче запомнить. Обратите внимание, что в то время учения не записывались, то есть они передавались устно. Для того, чтобы было легко запомнить эти учения, они были изложены в краткой форме и в стихотворной форме. Именно это способствовало запоминанию. И похоже, что также в сутры были добавлены объяснения, то есть объяснение этих стихов. И поэтому сутры содержат как стихи, так и прозу. И эта проза называлась нидана, либо разъяснение, основополагающее учение. И позже эти краткие стихи и эти разъяснения, они были все соединены воедино. То есть, если сначала стихи и прозаические объяснения разделялись, то есть гада и нидана разделялись, то со временем они перестали разделяться. И были, они стали излагаться вместе, слитно. И также между ними были добавлены связки, и таким образом возникли эти длинные сутры, в которых содержится развернутое изложение Дharмы. И после того, как эти все возникли, эти длинные изложения, некоторые сутры, они действительно очень развернутые, в них содержатся как стихи, так и проза, разъясняющая стихи, и это все также затем было соединено в коллекции сутр. Каково изначальное значение слова сутра? Сутра означает нить, то есть это то, что связано нитью повествования, связано логической связью. На что это похоже? К примеру, если у нас есть какой-то драгоценный камень, скажем, у нас есть кусочек бирюзы, и мы хотим из этой бирюзы сделать ожерелье, тогда в каждом камешке мы сделаем дырочку, и затем все эти камни соединим ниткой. И именно таким образом такую же функцию выполняет сутра. То есть она соединяет учение воедино, последовательное изложение. И похоже, что сутры изначально были краткими, но затем начали соединяться между собой
И в результате в них стали излагаться какие-то обширные темы, и таким образом также сутры стали развернутыми длинными сутрами. И следующее — это когда то, что касается сутр. Следующая питака, следующая корзина — это винная питака. То есть это правила дисциплины, предписания о том, как следовало себя вести. Эти учения основываются на так называемой сутре Пратимокши, то есть учение о индивидуальном освобождении. И затем эта Пратимокша сутра имеет свою вибангу, то есть разъяснение. И вибанги разделяются. Есть отдельная вибанга разъяснения для монахов и вибанга разъяснения для монахинь. И, и почему была такая необходимость в этих правилах поведения? Дело в том, что э, поскольку монашеская санга разрасталась, всем этим монахам и монахиням необходимы были какие-то правила поведения. Они должны были жить в соответствии с какими-то моральными, этическими правилами. Поэтому была потребность разъяснений правил поведения для монахов и монахинь, для того, чтобы они могли вести правильный образ жизни, вести себя должным образом, как монахи и монахини. И И именно поэтому и были созданы эти предписания Винай. И уже во время жизни самого Будды начали возникать эти правила, которые основывались на конкретных ситуациях, которые возникали в жизни монахов и монахинь. И это первые собрания правил поведения стали возникать уже при жизни Будды. Это то, о чем говорят ученые. И эти правила поведения Виная, они называются на санскрите карма, то есть действие. То есть члены сангхи, они совершают деяние, и каждое деяние, карма, оно определяется правилом поведения. Всего сейчас у нас есть 101 карма, то есть 101 правило, основное правило деяния. То есть это связано с функциями монашеской сангхи. И каждая из этих функций, она регулируется определенной кармой, определенным предписанием. И процедуры, процедуры осуществления этой функции. И всего таких у нас 101 процедура. Похоже, что это первое собрание этих 101 кармы, также собрание Прадимокши. Все это было собрано воедино, как вина и такая вскоре после паринирваны Будды. В основном ученые сходятся на том, что все это было собрано воедино примерно в течение первых 100 лет после паринирваны Будды.
И, и когда мы говорим о необходимости, с которой столкнулись ученики Будды, это необходимость сохранить учение Будды. А, Для того, чтобы сделать это, они а, выделили определенных индивидов, которым было поручено сохранить учение в неприкосновенности. И похоже, что с раннего времени существования Санхи, в Санхи выделялись индивиды, которые имели определенные функции. К примеру, среди, среди них были те, кто считались экспертами в учении сутры, также те, кто считались специалистами по Винае, и те, кто были специалистами по изложению учения Дharмы, держатели Дharмы и так далее. И все члены Санхи, они имели какую-то специальность. То есть кто-то из них изучал сутры, кто-то из них посвящал себя прежде всего изучению Виная, поскольку одному человеку было сложно сохранить знания о всех этих учениях в полноте. И однако очень сложно проследить, как развивалось учение Дharмы и Винаи в то время. Все, что мы можем сказать, что во время первого совета, первого собора были собраны учения Дharмы и Винаи. Однако, какие были различия между Дharмой и Винаи в то время? Как они различались? В то время не было никаких письменных записей. Мы не знаем, что конкретно было, как было произнесено на этом совете, какие учения были произнесены как учения сутры, а какие учения были произнесены как учения Винаи. Поскольку ничего не было записано, у нас нет никаких артефактов, которые бы свидетельствовали о том, в чем заключались эти учения. И как, например, Виная, которая была произнесена на Первом соборе, Первом совете, отличается от той Винаи, какой мы ее знаем сегодня. Все, что мы можем сказать, что согласно традиции, именно Ананда был тем, кто произнес все учения Дharмы, либо учения Сутры, а Упали был тем, кто произнес все учения Виная. И именно это легло в основу того, что мы сейчас называем сутрой Питакой и Виная Питакой. Именно это является теми изначальными учениями. Однако постепенно в собрании, в сообществе последователей Будды начали возникать различные разногласия, и в результате этих разногласий начали возникать разделения. И сначала изначальное собрание Сангха разделилось на две части. Это Махасангика и Ставиравада. И каждая из этих школ начала свое развитие и распространение учения сутры и Виная. И, конечно, изначально существовали монашеские сообщества в разных частях Индии, однако между ними не было таких сильных противоречий.
Однако, когда сообщество разделилось на Махасамгику и Ставираваду, они, в свою очередь, начали разделяться на, на малые школы. И в результате возникло 18 различных школ. Что означает школа? Это означает, что каждая из этих сообществ имела какие-то свои отличия в изложении учений. То есть изначально было одно сообщество, но затем со временем возникло 18 школ, и, и каждый из них поддерживал какие-то свои отличные отличия в изложении учений. Это похоже, чем-то похоже на школы тибетского буддизма. Как вы знаете, мы разделяем школу Белу, Кагью, Нигма, Саги, и в каждой из них есть свои особенности. Точно так же и ранние школы, они начали называть учения своими учениями, к примеру, Виная Махасамгики, Виная Ставиравады, сутры Махасамгики, сутры Ставиравады. То есть они начали вносить какие-то изменения, модификации в эти учения. И, и таким образом сутра Питака и Виная Питака, они начали получать свои какие-то особенности. И затем, когда эти учения были переданы в другие земли, к примеру, когда учение было распространено на Шри-Ланку, а, и на Шри-Ланке сложился то, что мы называем палийским каноном, то есть учения были сохранены на языке пали. Когда учение было принесено в Китай, они были переведены на китайский. И в результате всего этого у нас сложилась изначальные сутры Питака и Виная Питака, именно то, что доступно для нас сейчас. Однако следует понимать, что изначально была одна сутра Питака, Виная Питака, а затем, когда начали возникать эти разделения, сначала на две школы, затем 18 малых школ, то каждая из этих школ стали привносить какие-то свои особенности в каждую из этих питок. И таким образом учения, которые перешли на Шри-Ланку, они уже имели свои особенности. Точно так же учения, которые перешли в Китай и так далее. И все это заняло довольно долгое время. Если мы считаем, что первые две питаки, то есть питака сутры и Виная, была сформирована в конце периода раннего буддизма, то есть на первом совете, и даже если мы говорим, что они были сформированы в конце периода раннего буддизма, мы не знаем, в чем они содержались, какова была их форма. Опять повторюсь, поскольку у нас нет письменных свидетельств того времени, и эти учения не были статичными, то есть они постоянно изменялись. И то, что мы видим сегодня, это продукт, результат всех этих многих изменений. И поэтому нам следует понимать, что то сутра Питака и Виная Питака, которая у нас есть сейчас, и изначально сутра Питака, Виная Питака отличается. И, и в прошлом году я был очень занят, поэтому я не смог провести эти летние учения Марнок. А сегодня я очень рад, что мы начали эти
учений. Как говорится в поговорке, начать — это 50% успеха. Поэтому я очень рад, что мы смогли провести эти учения сегодня. Давайте на этом остановимся. Завтра у нас выходной, и мы продолжим послезавтра.